Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ заместитель председателя правительства Северной Осетии Леонид Кисельбреннер. Леонид Яковлевич Кисельбреннер, заместитель председателя правительства Северной Осетии. Сфера ответственности – информатизация республики и развитие современных технологий. Курирует ряд крупных инновационных проектов, среди которых внедрение универсальной электронной карты, сайта госуслуги и системы межведомственного электронного взаимодействия, а также открытие бизнес-инкубатора IT-парка «Алания». Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Прошло полгода с тех пор, как прошла реорганизация ряда министерств Северной Осетии, и задачи по работе со СМИ передали комитету по связи. Вот как поменялась работа в сфере СМИ с тех пор, и, может, какие есть сейчас проблемы у редакторов Северной Осетии? Что касается непосредственно содержания, методов работы с самими средствами массовой информации, во-первых, в свое время прошла в конце лета встреча, такая серия встреч с главными редакторами республиканских газет. Отдельно прошла встреча с редакторами районных газет. И эти встречи были направлены на то, чтобы лучше понять ту проблематику, которая присутствует в этих коллективах. В реализации, так сказать, их задач на республиканском уровне, на районном уровне. И, конечно, мы составили полное представление, относительно полное представление о том, что нужно делать для того, чтобы поднять качество работы, естественно, сделать СМИ более современными, более актуальными, более отвечающими запросам аудитории или, как-то сказать, контингенту тех, кто пользуется этими СМИ в качестве источника информации. Ну вот какие основные проблемы для себя вы отметили и вот как их сейчас решать? Но вы знаете, все проблемы, они в определенной степени сводились к тому, что вот есть понимание задач, но не хватает ресурсов. А мы обнаружили, что не всегда присутствует то понимание задач, которое мы хотели бы в этом видеть. И были высказаны некоторые пожелания с нашей стороны. Для того, чтобы комплексно подойти к этому, было принято решение разработки республиканской программы долгосрочного развития СМИ. И это касается и содержательной части, и части, связанной, допустим, с дизайном, с электронными версиями изданий, с методами, формами и оперативностью подачи информации, с выбором или критериями выбора объекта, так сказать, вот с точки зрения, что актуально для республики в тот или иной период времени. Вот вы говорите о том, чтобы вот поменять дизайн и так далее. То есть предлагаете газеты, в особенности газеты, делать более современными, так? Ну, естественно, время идет. У нас некоторые газеты, они, так сказать, и внешне, и по качеству. Извините, когда держишь газеты, остается потом черный, так сказать, след такой, налет, это говорит о том, что и качество, даже вплоть до того, что качество печатания не соответствует. Это должно быть яркие, привлекательные издания по форме, не говоря уже о содержании. Поэтому надо менять. И я не случайно говорю об электронных версиях, потому что многие сейчас начинают с электронной версии. И если что-то интересует, допустим, в таком расширенном формате, в более подробном содержании, тогда обращаются к печатному источнику. Вот эта взаимосвязь, она как-то должна учитываться. И, естественно, над этим нужно работать. Мы со своей стороны будем какие-то возможности правительства использовать для того, чтобы поддерживать. Но должна быть такая внутренняя перестройка произойти в коллективах. Естественно, внутри коллектива нужно посмотреть, кто за что отвечает, кто возглавляет редакцию, потому что должен быть человек современный, креативный. Он должен быть нашим единомышленником, потому что если его мысли идут вразрез с мнением, так сказать, правительства, комитета, курирующего экспертами, экспертным сообществом, то надо тогда посмотреть, кто прав, а кто не прав. Поэтому здесь, вот, как говорили, нужен консенсус, но консенсус на новой, более высокой такой основе, уровне взаимопонимания. Вот мы сейчас это взаимопонимание формируем. А значит ли это, что правительство может диктовать государственным СМИ, как работать и что конкретно печатать? Ну, вы знаете как, здесь такого диктата, может быть, полного не должно быть. Но я считаю, что по желанию мнение правительства должно обязательно учитываться. Потому что правительство консолидирует, в общем-то, этот комитет, который сейчас курирует СМИ. Естественно, и правительство, которое над комитетом, оно консолидирует мнение общества.
И иногда, так сказать, нужно, ну не то, что иногда, в определенных ситуациях нужно идти напрямую для того, чтобы это мнение отразить в тех или иных публикациях или в тех или иных репортажах, ракурс, мнение, оценки дать. Вот, потому что если это СМИ государственные, то естественно, что там оценки не должны быть носить субъективный, личностный какой-то характер на основе симпатии, антипатии, что у нас часто, к сожалению, встречается, проскальзывает. Но это вне государственных СМИ. Вне государственных СМИ это, наверное, может присутствовать. Вот правительство должно направлять, не должно быть диктата, не должно быть абсолютного контроля, но вот коридор, как знаете, валютный коридор есть. Вот в рамках этого коридора надо, чтобы все СМИ, они, так сказать, отвечали тем задачам, которые ставит правительство республики перед печатными СМИ. А вот вы говорите о том, что сейчас идет разработка большой программы, госпрограммы развития СМИ до 2020 года, и сейчас она как раз обсуждается и формируется. А можете назвать несколько пунктов этой программы, на что она направлена и как она, возможно, будет действовать в итоге? Ну, программа – это новый современный подход, потому что время уходит, а мы, так сказать, никаких таких стратегических целей и задач не ставили в таком системном документе. Вот поэтому и было принято решение на основе тех встреч, о которых я говорил, дискуссий, было принято решение в руководстве правительства о том, что такая программа нужна соответствующим ресурсным обеспечением на перспективный период. Я не хотел бы сейчас раскрывать какие-то моменты такие, потому что идет доработка программы. Она, естественно, будет вынесена на суд на обсуждение всех желающих принять участие в этом обсуждении публичном. Естественно, на суд профессионального сообщества. Мы обязательно будем собирать редакторов, главных редакторов, может быть, даже коллективы, СМИ. Вот мы совместно с ними должны, так сказать, дать оценку тем позициям, тем пунктам, тем задачам, которые в этой программе ставятся. Но это касается в основном новых методов взаимоотношения правительства и СМИ, новых форм финансирования. И в итоге, так сказать, вот новых моделей управления. Нужно по-новому сегодня смотреть на работу всех массовых изданий. Обязательно. Это требование времени. И учитывая это, мы как раз вот эту программу сегодня и формируем. Еще раз, наверное, посмотрим на какие-то моменты, которые вызывают вопросы или дискуссии. И будем ее принимать, естественно, в Новый год должны вступить с этой программой. А какие СМИ попадут в эту программу? То есть только государственные или в том числе и негосударственные? Только печатные там приоритеты какие-то нет, есть? Там как раз вот новый раздел, посвященный республиканскому, новому зарождающемуся республиканскому телевидению. Собственно, одна из причин того, что такая программа возникла, это то, что у нас под развитие Осетия ТВ не было такого программного документа. Вот как раз отдельный раздел будет посвящен телевидению, радиотелевидению. И, естественно, там будет раздел, связанный с интернет-СМИ. И, ну вот мы, например, хотим иметь более такой качественный интернет-ресурс республиканский. Есть, конечно, у нас где читать республиканские новости, но хочется подняться еще выше и по дизайну, и по вот тому интерфейсу, который несколько, так сказать, сегодня уже, может быть, не совсем соответствует требованиям, там, как говорят, юзабилити, и хочется более качественно, потому что когда смотришь некоторые другие аналогичные проекты, уже внедренные в других регионах, всегда хочется, чтобы и у нас тоже даже было не так, как у них, а лучше. Вот такая планка ставится сейчас, будет заложена в программе. А что касается развития информационных технологий вообще в СКФО, вот недавно прошла очередная встреча в постоянном представительстве по СКФО, и, естественно, говорили и об информатизации. Вот какова позиция Северной Осетии по отношению к другим регионам, как мы выглядим на фоне, может, других республик? Что касается перевода услуг в электронный вид, системы межведомственного электронного взаимодействия, только что вот я с последней видеоконференции, которую министр Никифоров Николай Анатольевич проводил, радует то, что мы на Северном Кавказе первые. То есть по тем индексам, по тем показателям мониторинга, это позиция республики в рейтинге ЕСИА, единая система идентификации и аутентификации. Это позиция республики в рейтинге запросов по линии СМЭФ.
В первом случае мы 26-е, а во втором случае мы 15-е в России. В регионе мы, уверенно, первые, да, наши преследователи очень далеко от нас. Но это хорошие результаты. Мы хотели бы, конечно, быть там в первой пятерке, лучше в первой тройке. Но, к сожалению, есть какие-то объективные и субъективные условия, которые нам не позволяют. Потенциал такой есть. Но если говорить о таких рейтингах, вот есть какие-то отчеты, цифры, данные, да. Но если говорить о практике вот, внедрения таких технологий вот на деле, реально ли вот, соответствуют ли вот эти цифры действительности, или это опять-таки просто цифры? Ну вот вы сами бывали в МФЦ, нет? У нас есть МФЦ на Арктике, да? Вот достаточно пойти в МФЦ и воспользоваться возможностью получения электронной услуги, там например, для получения загранпаспорта или там какой-то социальной услуги, оформления пособия на ребенка и так далее. И прийти всего 2 раза туда, вместо того, чтобы ходить по инстанциям, собирать справки и тратить на это недели. За вас это делают работники МФЦ. Частично они делают в рамках системы межведомственного электронного документа взаимодействия путем направления электронных запросов и получения электронных ответов через те сервисы, которые уже внедрены. Это сервисы, которые позволяют от федеральных органов исполнительной власти, от муниципальных получать какие-то сведения и отвечать на их запросы. А частично это делается пока с помощью курьеров. Есть такая служба, которая за вас эти документы собирает по соответствующим ведомствам. Это же облегчение. Поэтому чем больше будет таких сервисов, чем больше будет самих МФЦ, тем больше житель республики будет избавлен от того, чтобы непосредственно самому заниматься вот этой работой, тратить на это время, средства и где-то я даже скажу, что и здоровье тоже. Поэтому оценить это можно только из самого воспользоваться. Да, там есть еще, конечно, какие-то моменты, вот, ну, может быть, не справляется даже многофункциональный центр с тем потоком. Иногда бывает, так сказать, ну, вы знаете, как несколько сот человек в день. Там 21 окно у нас, но такой наплыв бывает большой. И мы сейчас, конечно, планируем до конца года еще открыть и в городе, и в районах, для того, чтобы как-то его разгрузить. И, может быть, думаем над созданием мобильного такого МФЦ, который мог бы по удаленным республикам, поселениям у нас обслуживать людей. Ну вот человек должен почувствовать. Конечно, никто не избавляет полностью его от всех каких-то издержек, связанных с получением документов. Но я считаю, что это, ну, на сегодня это большой революционный прорыв во взаимоотношениях власти, чиновника и жителя, и человека. Ну, для того, чтобы сокращать очереди в разных госучреждениях, у нас есть центры многофункциональные, есть сайт госуслуги и есть карта УЭК. Вот что касается универсальной электронной карты, вы отвечаете за реализацию этого проекта в Северной Осетии, и количество обладателей УЭК вот с каждым годом в Северной Осетии вот стремительно растет. Что до сих пор может получать пользователь с помощью этой карты, потому что планировалось внедрение транспортного приложения, банковского приложения, ну и так далее, но не всегда инфраструктура позволяет. Вот что с этим делать и как сейчас, на какой стадии ситуация? По универсальной электронной карте мы на этот год у нас заказано 3000 карт. Если там тоже есть такой синтетический рейтинг комплексный, мы тоже на Северном Кавказе впереди, и по России мы на хорошей позиции, там каждый раз эта позиция улучшается. Что касается ее полезности, этой карты, или масштабов ее применения, широты ее использования, вот в порядке задания вопросов. Значит, банковское приложение работает. Вы можете положить на эту карту и пользоваться ею, да, как картой для снятия наличных, для оплаты каких-то услуг. Там, где банк, который принимает эту карту, значит, он подключен или входит в систему ПРО-100. Это программная платформа, которая была создана Сбербанком, но сейчас число банков, которые вошли в этот альянс, вот у нас МИБ банк,
там, ну, Акбарс, понятно, ВТБ туда, по-моему, вошел. Чем больше банков, тем больше сфера применения этой карты как платежного средства, как банковской карточки. Но это не самое главное. Таких карт много. У каждого из нас там в портмоне существует, наверное, и карта Сбербанка, и карта ВТБ. Эта карта, я всегда об этом говорю, она заменяет документы. То есть там выбит полис страховой, там выбит СНИЛС пенсионный. И сейчас уже нормативно закреплено, что с вас не могут требовать в ЛПУ, в лечебно-профилактическом учреждении, ОМС, полис ОМС, если вы предъявляете эту карту. То есть ее должны считать там с картридера, и подтверждается, что у вас есть вот такой-то полис, такой-то номер, выписанный на вас фондом ОМС. К сожалению, не во всех ЛПУ есть эти картридеры, и не везде соблюдают это требование, заставляют приносить бумажные документы. Но это не главное. Главное вот в тех приложениях, которые подвешиваются на эту карту. Значит, у нас сейчас транспортное приложение, оно прошло стадию тестирования успешно. Мы несколько маршрутов протестировали, и сейчас мы будем ставить вопрос о том, чтобы перевести в продуктивную среду, то есть применить уже, так сказать, полноценное транспортное приложение на тех маршрутах, где у нас наибольший пассажиропоток, где стоит задача учета льготников и где стоит задача такая, ну, значит, связанная с точным учетом выручки. Потому что при расчете карточкой вы понимаете, что деньги непосредственно списываются, поступают в транспортную компанию. А если это льготник, то, естественно, идет точный учет льготного проезда, а не со слова или не с каких-то там наблюдений, статистических, которые использовались при планировании вот объема средств, необходимых для поддержания льготников. Мы его будем внедрять. Внедрено уже реально торговое приложение, когда с одной из компаний, это Mercado Group, вот, пусть не рассматривают в качестве рекламы, но они оказались прозорливыми. Они, руководство компании, я считаю, очень правильно сориентировались, подписали соглашение. Сегодня, рассчитываясь этой карточкой на предприятиях сети Меркадо, вы имеете 10% дисконт. Это очень привлекательный момент. Вот, я думаю, другие торговые организации должны для себя тоже посмотреть на перспективу таких проектов. И кампусное приложение на одной из школ республики, оно протестировано, когда карточка служит одновременно пропуском на вход в школу, вы знаете, в вопросах в целях обеспечения безопасности пропускная система действует. Более того, фиксируется этой карточкой, через СМС оповещаются родители о входе ребенка, о времени входа, начало посещения школы, окончание посещения, на выходе фиксация идет. Вот. Эта карточка используется как читательский билет в библиотеке, вот, и для других оплаты детского питания в школе. То есть вот один маленький пластик сразу столько функций в себе совмещает. Чем больше будет таких приложений, а там возможности самого электронной начинки этого чипа, они практически не ограничены, тем больше будет число людей, которые заинтересуются и будут активно пользоваться такой карточкой. Мы ожидаем, наверное, на будущий год, то есть в разы будет прирост пользователей УЭК. А что касается, возвращаясь опять к теме СМИ, вот сейчас готовимся к второму форуму СМИ Северного Кавказа. Какие темы вот планируете обсудить сейчас на этом форуме и, наверное, кто будет присутствовать там сейчас? Насколько я знаю, вот подготовка к этому форуму СМИ будет идти в контексте изменившейся реальности, вот, изменившейся реалий за тот период, который прошел с момента первого форума. Много и политических событий внешних произошло. Все изменившиеся реалии сегодняшние, и внутренние, и внешние, они должны как-то отразиться на работе, на задачах, на тактике СМИ, работы СМИ. То есть невозможно оставаться там самим собой, таким же, как ты был, если меняется там, если ты попадаешь в другие климатические условия, нужно по-другому, как говорится, одеваться, экипироваться. Вот то же самое и здесь. Меняется ситуация, значит, надо и менять стиль, и методы, и формы работы. Нужно меняться, вот есть такой перезагрузка термин. Может быть, не совсем перезагружаться, но корректировки нужны обязательно. И люди должны, те, кто стоит во главе
СМИ, руководство, там, редактора, журналистский корпус, они должны это чувствовать. Обязательно. Ну, из раза в раз одной из главных тем обсуждения на подобных форумах остается формирование положительного имиджа Северного Кавказа. Вот это из раза в раз, из года в год. Какие действия вы планируете предпринимать в этом направлении, может, включая, имею в виду, все журналистское сообщество Северного Кавказа? Какие есть, может, идеи и вот как работать в этом направлении сейчас? Вы знаете, меня радует то, что вот в последнее время там и блогеры собираются вместе. Вот недавно прошел «Голос Кавказа» фестиваль, радиофестиваль. Это очень хорошо. Вы знаете, так рады были общению журналистов всего Юга. Вот это было неделю назад, вы, наверное, присутствовали. И я с такой радостью наблюдал и участвовал даже где-то в этих дискуссиях, в этих беседах. Это очень важно, что Кавказ становится таким монолитным. Вот те границы, которые на карте, когда каждый регион окрашен там в разные цветы, мы видим эти границы. Или мы их не видим, мы их видим на карте. И слава Богу, мы в жизни их не ощущаем. То есть сегодня то у нас, то в Грозном, то в Махачкале, вот в Пятигорске проводятся такие очень интересные мероприятия. Это большой позитив. Что касается работы над имиджем, конечно, вот по себе знаю, что Северная Осетия, ну, пусть на меня не обижаются там другие соседи, посмотрев это интервью, это особый регион. Совершенно уникальный регион. По многим параметрам, не буду говорить по каким, но люди, все, которые бывают здесь и побывав до этого или после этого в других регионах, они это отмечают. Это объективно. И это в позитиве, это позитив. Но дело в том, что не всегда мы можем это вот как-то так правильно донести, правильно, современно подать. Но вообще иногда удивляют даже такие моменты. Вот как-то год назад столкнулся с такой ситуацией. Было восхождение, и альпинисты попали у нас на территории в трудную ситуацию, МЧС их спасли и так далее. И звонят, причем спасли героическими усилиями, там катастрофа была. И звонят там на один из федеральных телеканалов с просьбой вот, снять там репортаж, показать. Они говорят, вы знаете, если кто-то погиб, мы бы это сняли с удовольствием. Это была бы горячая новость. А так, если все там спасены, ну, героически, да, и так далее, это нас не интересует. Это не горячая новость. Это неправильно. И я к тому говорю, что почему-то вот СМИ сконцентрированы, сфокусированы только на темном чем-то таком негативе, где какие-то тяжелые последствия, где обязательно там кровь должна литься, там, или какие-то катастрофические такие последствия и так далее. Нужно больше позитива. Вот соотношение, да, надо объективно подавать информацию, и о негативе тоже, о тяжелых там ситуациях, происшествиях. Но соотношение должно быть в пользу позитива. Эти позитивные моменты надо искать, они лежат. Просто вот мы по ним иногда, извините, отступаем, не понимая, что вот это нужно, это достойно того, чтобы, как вы говорите, журналисты, пропиарить, показать, преподнести вот так вот как-то красиво, эстетично, художественно. Мне кажется, что здесь масса у нас возможностей, масса резервов, и мы должны смотреть по сторонам, вот как-то немножко, ну, не на 360 градусов поворачиваться, но кругозор должен быть больше. А вот что касается именно конкретных направлений, печатных СМИ, электронных СМИ и так далее. Вот у печатных, ну, мы сейчас понимаем, что печатные СМИ, они менее популярны, чем цифровые, электронные. И помимо всего прочего, у печатных СМИ резко сокращается количество подписчиков как раз потому, что растет цена подписки. А цена подписки растет во многом и потому, что растет себестоимость издания самого. И очень многие редакторы, они говорят о том, что себестоимость самого издания, она стоит не так дорого. Очень дорого им обходится именно доставка. То есть доставка изданий по инициативе Почты России, она очень сильно подорожала. Вот что правительство может делать в этом направлении, чтобы как-то поддержать печатные средства массовой информации? Ну, да, контингент. Те, кто читали газету, они продолжают читать. Особенно это касается, видимо, сельского населения, потому что и определенной категории, возрастной категории. Поэтому нам об этом нельзя забывать ни в коем случае. И эту проблему держать в поле зрения. Но возможности правительства здесь незначительны. То, о чем вы говорите, связано с отказом Почты России субсидировать. Почта России будет акционироваться. Значит, закон уже принят. Поэтому я не думаю, что надо ждать каких-то
снижении или такой понижающей динамики в тарифной политике почты. Боюсь, что она наоборот, так сказать, будет повышаться. И на уровне Министерства связи была дискуссия, даже со стороны Народного фронта были высказаны в адрес Министерства пожелания, чтобы сдержать вот этот процесс удорожания доставки. Я не знаю пока, как эта дискуссия закончилась, но точка там еще не поставлена. Здесь нужно использовать те механизмы и те способы, которые позволяют читателю избежать оплаты доставки. И, то есть можно, например, получить газету по почте, в конце концов. Ну, наверное, как-то вот даже через систему соцпечати мы сейчас прорабатываем. Она тоже, правда, акционировалась, что возможность, так сказать, вот, приобретения в киосках соцпечати без соответствующих там дополнительных или повышенных наценок. Вот только такие какие-то точные методы регулирования, а в целом поменять тренд, как-то приостановить его на то, что удорожает подписка. Действительно, вы правильно сказали, цены растут, тут ничего не сделаешь. Нужно искать резервы внутри самих редакций, снижение издержек. То есть они должны работать. Может быть, как-то, я не знаю, там, посмотреть по статьям, такой аудит провести. Наверняка эти резервы есть. Я уверен, что там не все, так сказать. Там надо как-то посмотреть внутри коллективов, сделать финансовый аудит и посмотреть, за счет чего можно снизить себестоимость изготовления газеты. Это потом, вот что касается таких менее затратных способов доставки. Вот. Плюс, ну, я не знаю, может быть, там мы посмотрим какие-то методы субсидирования, но учитывая сложность бюджета, трудно сейчас обещать, что-то конкретно говорить. Ну и вопрос касаемо цифрового телевидения. В какой-то момент у нас в республике новые телевизоры, да, они, обладатели новых телевизоров, они могли смотреть там ряд каналов и так далее. Но потом это телевидение, оно пропало. Пришлось покупать новые ресиверы, очень многим люди возмущались и так далее. Почему произошла вот такая ситуация и вот что сейчас с развитием цифрового телевидения в Северной Осетии? Ну да, технически вот эти ресиверы, как вы сказали, насколько я знаю, там DVB-T1, DVB-T2 потом пришлось переходить. На них это связано с технологической политикой российской телерадиопередающей службы. Это когда внедряли второй мультиплекс. Но мы в какой-то момент даже через СМИ оповещали, что не спешите пока покупать вот эти первые модели ресиверов. То есть уже было известно, когда внедрили первый мультиплекс в стандарте, рассчитанном на первое поколение ресиверов, уже тогда было известно, что следом идет второй мультиплекс, рассчитанный на второе поколение ресиверов. И те, кто не успел, то есть мы предупреждали, и есть, кстати, сервисный центр у нас на Коцоева, куда всегда можно обратиться за техподдержкой, причем бесплатно, по цифровому телевидению. Цифровое телевидение развивается и будет развиваться. И у нас сейчас уже 30 антенно-мачтовых устройств, сооружений под второй мультиплекс. Вот там, где они стоят, там можно принимать уже 18 каналов в цифровом виде. Если вы сами смотрите, то разницу между цифровым и нецифровым можно сразу ощутить. Это вот такое высокое разрешение, прекрасное качество подачи наших каналов, которые наиболее смотрибельны. Но я бы хотел сказать другое, вот так сказать, приоткрыть небольшой секрет, что сейчас уже прорабатывается решение, оно в принципе принято, о строительстве новой телевышки в городе Владикавказ. Это будет современное сооружение и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технических характеристик. Вот, оно будет повыше, чем существующая мачта. Ну, существующая она уже свой срок, так сказать, прошла. Мы продлеваем каждый раз, но вы знаете, что случаются ситуации такие нештатные, когда мы все в шоке бываем от того, что там приходится какие-то аварийные работы вести. Сейчас все нормально, абсолютно все под контролем, под мониторингом на старой телевышке. И вот в настоящее время прорабатывается вопрос уже о проектировании, но он практически решен.
скоро приступят к проектированию новой телевышки. Я скажу, что это будет вот украшение архитектуры города и, конечно, технически позволит улучшить качество телевещания намного. А когда по срокам? Ну, по срокам, я думаю, что проектирование, строительство оптимально это был бы будущий год уже сдачи в эксплуатацию. А реально так быстро и так, ну, и качественно построить телевышку? Там же как? Там процесс проектирования, но это типовой проект, скорее всего, который будет привязываться к нашим условиям ландшафтным. И наземное сооружение, а сама конструкция, она, в принципе, ну, я думаю, что очень технологичная, и с точки зрения времени сборки там не потребуется особо. Ну, я не инженер, это нужно спросить уже. Но мы такую задачу, в общем-то, ставим, чтобы это было оперативно, учитывая вот ресурс нашей существующей телебашни. И находим понимание в российской телерадиопередающей службе в Москве. Ну что ж, по вашим словам, нас ждет очень красивое цифровое будущее, самое современное, и я вам желаю удачи, чтобы все планы, они все-таки реализовались, причем реализовались вот в том самом идеальном виде, в каком вы их запланировали. Наверное, так будет лучше и для населения, и для руководства в том числе. Спасибо вам за интересную беседу, и приходите к нам еще. Спасибо большое, приглашайте. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был заместитель председателя правительства Северной Осетии Леонид Кисельбреннер. С вами мы прощаемся ровно на 1 неделю. Увидимся в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гагиева. Всего доброго и до встречи.